بسم الله الرحمن الرحيم. С именем Аллаха, хвала Аллаху, и да благословит и приветствует Аллах нашего пророка, его семейства и его сподвижников. Это мое обращение к молодому поколению мусульман, и в частности к мусульманам с Кавказа. В первую очередь, о юноша Кавказа, знай, что ты мусульманин и принадлежишь Всевышнему Аллаху. Ты приверженец этой чистой религии и последователь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ты тот, кто довольствуется Аллахом как своим Господом, исламом как религией и Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, как пророком. Ты происходишь от благородных отцов, которые славятся своей мужественностью, гордостью, великодушием и скромностью. В целом, народ Кавказа славится своей скромностью, а скромность, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не приводит ни к чему иному, кроме как к хорошему. И эти достоинства, как известно, находятся в числе тех, к которым нас побуждает ислам. Как мы знаем, враги Аллаха долго и упорно работали над мусульманской молодежью, в том числе и над молодежью с Кавказа, пытаясь сбивать вас с пути ислама, распространяя фитну и смуту среди вас, искажая религию ислам и уводя вас от пути и сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, под лозунгами разногласий в исламском праве. И я спрашиваю тебя, о житель Кавказа, разве ты будешь доволен тем, что твоя сестра останется наедине с мужчиной, который позовет ее замуж? Она ответит ему согласием, после чего между ними произойдет акт прелюбодеяния. И даже если она приведет свидетелей из числа своих подруг, разве ты будешь доволен этим для своей сестры, матери или дочери? Неужели ты будешь доволен этим? Ведь это прелюбодеяние в чистом виде, и это не дозволено в нашей религии. Будь же целомудренным и достойным мужчиной. Однажды посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел молодой человек и сказал: «О посланник Аллаха, дай мне разрешение на прелюбодеяние». Тогда посланник Аллаха ответил ему: «Разве ты будешь доволен этим в отношении своей матери или дочери?» Молодой человек ответил: «Нет, о посланник Аллаха». И тогда пророк сказал: «Остальные люди также не хотят этого». Вы понимаете? Люди не хотят подобного обращения со своими матерями, сестрами или дочерьми. Таким же образом и ты, который не позволит такому случиться со своей собственной сестрой, не позволяй такого и в отношении дочерей остальных мусульман. Ведь поистине они твои сестры. Для тебя является обязательным беречь их от всего пагубного. Поэтому защита их чести – это твоя прямая обязанность, и, быть может, Аллах сохранит твою честь. А что касается того, что ты поддался своим страстям по причине некоторых разногласий в этом вопросе, то мы говорим тебе, что это непозволительно. Потому как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что нет бракосочетания без покровителя, опекуна и двух справедливых свидетелей. Также необходимо открытое объявление бракосочетания, чтобы остальные мусульмане тоже обрадовались этому, и чтобы невеста чувствовала достоинство и гордость среди своих родных и соседей. Что же касается того, что ты втайне уединяешься с ней до брака и склоняешь ее к прелюбодеянию, то это является запретным, и Аллах накажет тебя за это в этом мире и в последующем. И если ты не откажешься от этого и не совершишь покаяние, то знай, что огонь Аллаха невыносимо жарок. Я предостерегаю тебя от того, чтобы ты был из числа тех, кто любит распространять нечестие среди уверовавших. Береги же честь мусульман и мусульманок. Помоги исламу своим собственным поведением и красивым нравом. Возвращайся в свою религию и на путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Если девушка выйдет замуж без дозволения опекуна, то ее брак является недействительным». Я прошу Аллаха, чтобы Он уберег тебя и сделал тебя благословенным, где бы ты ни был, а также сделал тебя помощником для своей религии и сунны его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Наша религия не берется от людей или от ученых-шейхов, она берется из книги Аллаха, сунны его пророка и того, что делали и как понимали ислам его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Коран, сунна и то, что делали сподвижники, да будет доволен ими Аллах, о которых пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Истина — это то, на чем нахожусь я и мои сподвижники. Потому придерживайтесь моей сунны и того, на чем находятся мои праведные сподвижники. Цепляйтесь за это коренными зубами». Так завещал нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям.
Поэтому остерегайся от впадения в разврат, называя это браком, следуя за всеми разногласиями в исламском праве. Ведь это не из нашей религии. Посмотри же на то, как женился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, а также его сподвижники. Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб и Али ибн Абу Талиб брали себе жен. Так посмотри же на то, как они женились. Мусульмане женятся со времен пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и их бракосочетание известно. Мы обязаны жениться так, как женились они, и делать то, что делали они, чтобы Аллах был доволен нами, как Он был доволен ими. И я прошу Аллаха, чтобы Он сделал вас стражами этой религии и муджахидами для ее возвышения. Посему не будьте же вьючными животными и дверьми для врагов Аллаха, через которые они входят в эту религию и оскверняют вашу честь, дозволяя ваших женщин. Поистине я предостерегаю вас от этого. Возвращайтесь же к своей религии и к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и да пребудет мир и благословение Аллаха над нашим пророком, его семейством и его сподвижниками.